Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». За последние пару лет коронавирусная инфекция прочно обосновалась в нашем быту, и теперь некоторые люди испытывают различные психические расстройства, связанные с COVID-19. Что такое постковидный синдром и как он может влиять на психическое здоровье, об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Олегом Припузовым. Олег Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Постковидный синдром, можно ли сказать, что это новый диагноз? И как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на обращаемость к врачам-психиатрам? Надо сказать, что у нас такого нозологического диагноза постковидный синдром нет. И те состояния, которые возникают после ковида, они соответствуют различным нозологическим формам, которые уже давно описаны в психиатрии и официально признаны. Поэтому мы такой термин не применяем, но он применяется в целом к различным состояниям человека, которые возникают после этого заболевания. Скажите, а с какими жалобами к врачам-психиатрам обращаются в последнее время? Надо сказать, что, во-первых, еще в начале 20 века описаны психозы, связанные с инфекционными заболеваниями, например, с гриппом. И при этом заболевании, как вирусном заболевании, также возможны психозы с нарушениями сознания, с галлюцинациями, с психомоторным возбуждением, которые затем заканчиваются астенией, то есть сильной усталостью. Вот такие состояния наблюдаются сейчас. Но если раньше, согласитесь, грипп тяжелый такой был очень большой редкостью, и мы его редко видели, то сейчас это, естественно, стало больше. Это вот что касается большой психиатрии, психозов. Но самая, так сказать, большая часть айсберга – это то, что происходит с людьми под влиянием стресса. То есть этому стрессу подвержены не только пациенты с ковидом, но и люди, потерявшие умерших от ковида людей. Это те люди, которые боятся локдауна, которые боятся заболеть. То есть очень большой масштаб проблем, которые возникают, их нужно каким-то образом решать. Что бывает при таких состояниях? Во-первых, это посттравматическое стрессовое расстройство. То есть человек в течение 3 месяцев может вспоминать об этом заболевании. У него очень яркие воспоминания, бессонница, тревога, страхи возникают, он никак от этого не может избавиться. Затем расстройство адаптации. То есть человек не может встроиться в прежнюю жизнь после того, как он выздоровел. И у него возникают проблемы в быту, на работе, в социуме и так далее. И вместе с этим, конечно же, идет тревога, депрессия, бессонница. Такими состояниями, как правило, проявляются в последние годы расстройства, с которыми наши пациенты к нам обращаются. Скажите, а есть жалобы у пациента? Как обратиться ко взрослому или детскому психиатру? Что касается жителей Якутска и Житая, то они обращаются к нам в Республиканский психоневрологический диспансер по адресу улица Лермонтова, 178/1. Мы работаем с 8:30 до 6, и в том числе в субботу. А жители районов, конечно, в центральную районную больницу к участковому психиатру должны обращаться. Предварительная запись нужна ли в этом случае? Да, предварительная запись у нас по телефону идет в настоящее время, но мы будем внедрять, конечно, электронные услуги. Либо они могут прийти свободно, и в порядке общей очереди тоже попасть к нам. Процедура первого приема, первой консультации обычно проходит бесплатно. Да, вообще у нас бюджетное учреждение, мы всех принимаем бесплатно. Это и касается детей, и взрослых. И, конечно, сначала он попадает к участковому психиатру, и психиатр диагностирует какое-то заболевание, либо здоровье, и назначает дальнейший план лечения. Если пациенту потребуется психотерапевт, то именно психиатр только может направить его к психотерапевту. Скажите, Олег Алексеевич, а как новая коронавирусная инфекция отразилась на психике человека? Мы с вами поговорили о том, что некоторые люди боятся локдауна, некоторые несколько месяцев не могут отойти после заболевания и прочее. Да, я уже говорил, что есть достаточно тяжелые расстройства, такие как депрессия, тревога, бессонница, их нужно лечить. А есть, конечно, психологические проблемы. Они связаны с определенными психологическими защитами. То, что мы видим у людей, это агрессия на каких-то демонстрациях, либо наоборот люди уходят в себя,
либо боятся вакцинации, либо боятся заболеть. Это все такие психологические виды защиты, с которыми нужно работать с психологом. Вот. Но так как у нас в нашей системе психологов достаточно мало, и они работают в основном с психически больными, то, конечно, нужно обращаться вот и в службу Министерства молодежи, Центр психологической помощи, и к психологам частно практикующим, ну, в общем, искать какую-то возможность. Сейчас и телемедицинские консультации распространены, поэтому вот я бы так рекомендовал. Скажите, а как вот этот пресловутый постковидный синдром сказывается на клиентах, пациентах с уже диагностированным COVID-19? Ну да, ну вот наши пациенты, которые ранее уже болели, они, конечно, более подвержены. Почему? Потому что они часто менее дисциплинированы, не соблюдают как бы меры гигиены, дистанцирования. Они за счет стигматизации, так называемой, ограничены в том, чтобы попасть как бы в общеклиническую поликлинику. Потому что они туда боятся идти, их там боятся, да? И вот эта стигматизация, как бы она нарушает вовремя выявление новой коронавирусной инфекции. Поэтому как бы они более подвержены в этом плане, так считается. Вот, но каким-то образом это не сказывается на самом психическом заболевании. То есть оно протекает так же, как протекало. Единственное, что бывает, то, что наши лекарства взаимодействуют с препаратами, которыми лечат пневмонии, там, ну и вообще вирусные заболевания. И они из-за этого вот как бы течение заболевания в этот период может нарушаться. Олег Алексеевич, предлагаю вам рассмотреть такую ситуацию. Есть семья, в которой один из членов имеет психическое расстройство. Может ли кто-то из его родственников вместо него обратиться за консультацией? Ну, во-первых, мы, конечно, принимаем все обращения. Ну, в основном письменные, да, если этот человек как бы опасен для окружающих, для себя, и тогда мы сразу же реагируем. Но чтобы вот без пациента поставить диагноз, назначить ему лечение, такое, конечно, не положено, и так нельзя делать, поэтому мы настаиваем, что пациент сам прибыл, да, или некоторым мы выезжаем на дом, да, и смотрим их там. Поэтому родственники должны обращаться в таких случаях, о которых я сказал, да, но как бы без пациента мы не можем его лечить. А после первой консультации пациент сразу попадает на учет или это происходит каким-то другим образом? Конечно же, когда пациент приходит к нам в диспансер, мы в медицинской документации отражаем все вот действия врача, да, все слова пациента. Но это не значит, что он будет поставлен под диспансерное наблюдение, потому что это особый процесс, ставится под наблюдение тех, кто длительно болеет, с частыми обострениями, ну, при определенных других условиях, и это решает врачебная комиссия. То есть единственное обращение там, или обращение с единственным случаем вот, там, депрессии или тревоги, оно не требует от нас постановки его на учет, как говорили. Ну, точнее, сейчас называется диспансерное наблюдение у нас. Поэтому все могут свободно обращаться и не бояться в этом смысле психиатров. Олег Алексеевич, а когда проходит лечение, обязательно ли ложиться в стационар? Ну, это тоже. Мы вообще склоняемся к тому, чтобы в большей степени лечить пациентов амбулаторно, либо в условиях дневного стационара. Стационар, конечно, это крайний случай, когда человек, ну, никак иначе невозможно, в силу там, того, что человек опасен для окружающих, для себя, в силу того, что он не пьет лекарства, и его нужно лечить каким-то образом под контролем. Вот. Ну, либо когда он, собственно говоря, приезжает, допустим, из района, ему негде жить, и он вынужденно как бы лечится у нас в стационаре. Вот. То есть это в стационар попадает минимальное число вообще людей, которые страдают какими-либо психическими расстройствами. И завершим мы, наверное, нашу беседу с вами, пожалуй, философским несколько вопросом. Можно ли вылечить депрессию психотерапией? Ну, вообще депрессия – это серьезное заболевание, поэтому ее нужно лечить у психиатра лекарствами, но с участием психотерапевта. То есть тут два врача этим занимаются. Вот. А вот те расстройства, о которых я сказал, страхов, да, психологических защит, конечно, это может лечить психотерапевт, психолог и так далее. Какие советы вы можете дать как специалист в своей области, вот, учитывая такую непростую обстановку, связанную и с ковидом, разумеется, и с локдауном? Ну, во-первых, я хочу рекомендовать, чтобы люди не меняли свой привычный образ жизни.
Прежде всего это касается физической культуры, это как бы ходьбы, там, занятий спортом, чтения. Они могут общаться, а общение не надо прерывать. То есть, если мы не можем общаться очно, то мы должны общаться дистанционно, как сейчас это и происходит. Вот. Мы должны как бы относиться спокойно ко всем проблемам. Вот. А если что-то возникает, то, что мы не можем сами преодолеть, то тогда уже мы обращаемся к психологу или психиатру. Благодарю вас, Олег Алексеевич, за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем, и спасибо вам за содержательную беседу. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.